2025 год годом защитника Отечества. Siz Rahile apa, biz Мәскәүдән килдек. Безнең төркемебез штаб татар Москвы дип атала. Бездә Мәскәүдә бик күп татарлар җыела. Бездә бик күп шундый танылыклы кешеләр дә бар. Без сезнең турында бик күп ишеттек һәм сезгә кунакка килеп, сезнең белән лично танышырга һәм безнең турында сөйләргә дип килдек. Менә безнең календарьны сезгә бүләк итәбез. Һәм бездән кичкенә генә бүләкләр Мәскәүдән. Киттем мин сугышка. Ростовская область. Сальск. Кичәкенә шундый город бар. Белмисез? Ишмәдегез, да? Ну, из-под Сталинграда освободили Сталинград 2 февраля. А мен 23 марта и присягу приняла. Присягу приняла в госпиталь полевой, который двигался все время за фронтом. Сразу двинулись за фронтом на границу с Польшей и перешли Польшу, границу у Бреста. 31 декабря 43 года или 44-го. Когда заняли корпуса, монастыри были от Варшавы 4 километра. И расположились в этих корпусах, стали принимать больных, потому что оккупированная уже была Польша. Они все попрятались в лесам, катакомбам, кто где мог. Вот мы их собирали и в госпиталь. И там мы основались, освобождали Варшаву. Варшава настолько была разрушена, что кирпичи, камни, завалы всякие, что ногой нельзя было встать на простую землю, потому что вот все мы это разбрасывали, доставали больных, собирали всех, кто жив остался, кто ранен. И там мы под Варшавой были до самой победы. Раненых некому было оставить. Они уничтожили всю интеллигенцию Польши, и врачей, и учителей, всех людей. Я там же, в Польше, вышла замуж, и с мужем уехал в Заполярье. Он военный был же, его туда послали. Он бомбил города немецкие, его сбили. Но он успел катапультироваться, парашют. И там леса вековые под Варшавой, там, где монастырь был. И он повис на дереве. Руку перебили и нерв перебили. И это очень болезненно. И вот, чтобы его руку спасти, чтобы не ампутировать, нужно было операцию сделать. А операцию делает не каждый врач, а нейрохирург. Нерв, потому что нейрохирург, а он на всю армию был один. И вот вызвали этого нейрохирурга. Он приехал, надо сделать укол перед операцией, чтобы обезболить, чтобы он хоть не кричал, не дергался очень. Вот. А нам помогали монашки. Мы в монастырь заняли. Монашки, они вообще-то
с медициной знакомые. Вот. И я была старшая, ну, как русская, как наша армия. Мы не успевали, нас мало было. Я сказала монашке, сделать ему укол перед операцией. Она пошла, оттуда пришла со слезами. Я говорю, что такое? Он, говорит, меня послал куда подальше, а для них это, знаете, как. И я ему не сделала. Я взяла у нее шприц с лекарством и пошла. Прихожу, он с головой, туда палата большая, зал, вот, человек 40, наверное, лежат. Я подошла, сдернула одеяло с него, быстренько сделала укол и ушла. А он спрашивает у больных, а что это было? Кто это был? Ему сказали, да тут такая маленькая сестричка приходила, сделала укол, операцию уже пойдете. Вот с тех пор он стал за мной ходить, ухаживать. Я пряталась и уходила. Домой хотелось, к маме. А он сразу мне сказал, ты будешь моей женой. Я говорю, нет, я поеду домой. Но тут его, после операции он пошел на поправку быстро и выписали в часть. А часть стояла, он в русской армии был, а я в польской армии. Нас перевели в польскую армию, как только перешли границу. Вот. И уехал в часть. Через несколько дней приезжает обратно и говорит, я бы приехал за тобой. Я командиру сказала, мне там комнату выделили. Мы поженимся. Я говорю, нет, долго не соглашалась. А потом пошла за ним. Мы пошли в Варшаву, там 4 километра пешком. Консульство было. Там очередь большая, война ж кончилась. Все старались зарегистрировать браки. Ночью наша очередь подошла ночью. Зарегистрировали нас. Обратно идти ночью опасно, потому что кругом эти поляки и власовцы уже были там. Нас заставили ночевать на каком-то складе с мешками. Что за склад был, не знаю. Но мы до утра там просидели, а утром пошли опять пешком в госпиталь. Не верилось. Вот. А потом, как началась пальба, стали все стрелять. У многих же оружие при себе было. Больные начали кричать, они так быстрее поверили, а мы не верили. Стали кричать, выносите нас на улицу, мы хотим посмотреть салют тут. Вот так. Но тут, конечно, уже радости не было конца. Ощущения были, представляете, какие. Молодежь любить страну. Вот. Самое главное,
чтобы был патриотизм. Какая бы там власть ни была, а страну надо любить. А то вон сейчас много молодежи разболтанная, всякая-то мишура. Ну, все хорошо. Будет все хорошо. Мы недаром столько потеряли людей, молодых, красивых, талантливых, чтобы молодец Путин, что он все-таки поднял нашу страну, а то эти вот Горбачев, Ельцин, все как-то не смогли. А вот он смог. Татар – это родное. Я пока была замужем и ездили с мужем по отдаленным гарнизонам и в Заполярье, везде. Там татар никаких не было. Может, и были, но нет. Я разучилась разговаривать. Забыла. А потом вот приехала сюда, в Пушкино, и Диляра меня, Дом дружбы, привела туда. Там собираются Абеляр, бабушки, все татарки, разговаривали. А потом я поехала к племяннице. Там 2 года жила. И полностью восстановила язык. Ну, не полностью, разговорная речь. Вернулась к родному языку, к родным людям. Татар народ преданный. Это я по себе знаю. Да и вообще по своему окружающему. С детства. С детства я была до ухода на войну. Это было, наверное, лет 19 мне. Вот. Все-таки по-татарски говорила, и среди семьи татары же тоже.